Шок, страх и полная безысходность. Примерно такие чувства испытывает человек, который впервые слышит про злокачественное образование. В России, в отличие от тех же скандинавских жителей, многие называют рак приговором. Хотя это давно не так, говорят врачи. В Коми, к примеру, смертность от онкологии сократилась. А все потому, что диагностировать недуг стали вовремя. Каждый раз сообщать пациенту, это сложно. На сегодня курсов медицинской психологии, и именно касается онкологической практики, их нет. На курсах повышения квалификации уделяется время, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Поэтому для того, чтобы мы понимали друг друга, пациентов и врачи друг друга, для сегодня впервые у нас в республике на базе онкологического диспансера организуется школа онкологического пациента. Главное – позитивный настрой. Да, это сложно, но медицинская практика показывает, с улыбкой справиться с такой ситуацией проще. Пациенты быстрее идут на поправку, проще переносят болезненные процедуры и живут дольше. Мы привлекаем для общения с пациентами психотерапевта, общаемся, волонтеры, организация приходит сюда в онкодиспансер, общаются с пациентами. Это волонтеры женщины, которые прошли уже лечение в онкодиспансере. Сейчас у них ремиссия, они прекрасно себя чувствуют. И они приходят сюда, поддерживают других пациентов, которые проходят лечение. Все-таки позитивное отношение к жизни и положительный настрой очень большое оказывает влияние на самочувствие пациентов. И мы стараемся оказать всяческую поддержку. Запустили эту школу как раз совместно с общественниками. И на лекции ждут не только онкопациентов, но и их родственников. От поддержки близких во многом зависит положительный исход лечения. Постараться быть внимательными в разнообразных проявлениях, в первую очередь внимательно слушать, не навязываться, если не хочется, самому пациенту с онкозаболеванием. Такие встречи в республиканском онкодиспансере будут проводить раз в месяц. О важности борьбы с онкозаболеваниями не раз заявлял президент России. За 6 лет на эти цели страна направит более 1 триллиона рублей. В Коми параллельно со строительством нового корпуса онкодиспансера и покупкой современного диагностического оборудования пациентов будут еще и учить. А знания в борьбе с этим недугом – лучшее оружие, говорят эксперты. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.